Первый международный тотальный диктант на лезгинском языке прошел в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале. Всего в акции приняли участие около 10 стран по всему миру. В нашей столице проверить знание родного языка пришли почти 300 человек. Как все прошло, расскажет Любава Маслова. Бланк, ручка, знание родного языка и 40 минут времени. Все, что нужно для написания тотального диктанта. Слово о себе Сулеймана Стальского пишут около 300 махачкалинцев. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Гомера 20 века. В мае месяце в Сулейман-Стальском районе впервые был проведен тотальный диктант, посвященный 150-летию Сулеймана Стальского. И это стало отправной точкой, и решили провести это мероприятие на международном уровне. Исмаил – самый младший участник акции. В этом году мальчик пошел в 1 класс, уже полюбил школу. Он только начал изучать родной язык. Пришел, чтобы проверить, чему успел научиться. А как ты будешь писать, если ты язык не знаешь? Он учится. Учусь в школе. А ты дома на каком языке разговариваешь? На родном? Хочу научиться. Исабек – будущий биолог, учится в ДГУ. На родном языке умеет и читать, и писать. Молодой человек считает, нация начинается с языка, поэтому не мог не проверить свои силы. Язык основа всего, всей нации. Если языка не будет, то не будем знать, то можно и потерять свою нацию, как в целом просто будет формально, что есть такая нация. А как вы вообще оцениваете свои знания на сегодняшний день? Думаю, на твердую 4. Элина Рашидова – журналист, родом из Ахты. В семье девушки всегда разговаривали только на родном языке. Вышла замуж, переехала в город, где не так часто звучит родная речь. Элина хочет проверить свой сегодняшний уровень владения родным языком. Я родилась и жила в селе, потом пришлось переехать и очень долго не разговаривала на своем языке. Теперь мне интересно, смогу ли я написать, помню ли я это все. Как вы оцениваете вообще свои шансы? На что надеетесь? Я все-таки надеюсь хотя бы на 4 с плюсом. Джарулах Малаев родной язык знает в совершенстве. Научил говорить и писать на лезгинском жену и детей. Уверен, напишет работу на твердую 5. Раз я по национальности лезгин, значит, я должен писать по-лезгински. И уметь читать, говорить и обучать своих детей к этому языку. Потому что от языка начинается вся семья, народ, район, Дагестан, дальше и Россия. Проверят работу участников диктанта специалисты в области родных языков. Результаты будут известны уже через неделю. Любава Маслова, Руслан Салихов, Камила Раджабова. Время новостей.